Поселок в опасности, экономический объект под угрозой. По сценарию учений лесной пожар вот-вот перекинется на здание судоремонтной мастерской. Все силы Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона приведены в режим повышенной готовности. Поднят весь личный состав, проверена экипировка. Первым прибывает подразделение противопожарной службы республики, производит развертывание и начинает тушение. Параллельно идет боевое развертывание ПНРК – насосно-рукавной комбинированной машины. 09-101. Задача – установка ПНРК на пожарный водоем, подготовка к подаче воды, по готовности доложить на 101-го. Этот уникальный автомобиль, по сути, 3 в одном. Может хранить запасы воды, забирать воду из источников, причем даже в 30 метрах от них, и заправлять другие машины. Подача 130 литров в секунду. Пока это единственный подобный в регионе комплекс. А это еще одно уникальное приспособление, которое, кстати, придумали и изготовили у нас в Коме. Когда вода, наконец, поступает в магистраль, задумка становится ясна. Пожарное ноу-хау создает водную стену и ограничивает маневрирование огня. На крупных ЧС используют сразу несколько таких труб. В итоге пожар ликвидирован, а объект защищен. Подразделения справились на 4. Впрочем, тут, говорят, помогли условия. Тушение лесных пожаров, которые угрожают населенным пунктам, осложняется тем, что в лесах водоемов нет. То есть основное средство тушения у нас вода. Если нет воды, нас это затрудняет. Все данные о результатах работы передали в Главное управление МЧС по Коме. В случае реального возгорания оперативная группа может запрашивать дополнительные силы. Впереди у огнеборцев не менее сложные тренировки. Ликвидация ЧС, связанных с прохождением весеннего половодья. Сегодня мы провели отработку. Завтра мы на территории первого отряда будем проводить смотр сил и средств РСЧС в рамках подготовки как раз к половодью и к пожароопасному периоду. Будут представлены там силы и средства не только подразделений пожарной охраны, но и других взаимодействующих структур, так как аварийно-спасательные, Государственная инспекция по маломерным судам, Коми-лесопожарный центр, Сыктывкарское лесничество и другие подразделения, которые во взаимодействии как раз мы занимаемся вопросами обеспечения безопасности населения нашей республики. Ближе к лету такие межведомственные учения проводятся все чаще. Эти продлятся в течение 3 дней. В прошлом году пожароопасный период был объявлен 29 апреля. Пока же сроки не определены. Поздняя весна дала время хорошенько подготовиться. Таисия Жакова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.